В сегодняшнем видео мы расскажем о интересных новшествах между Россией и Таджикистаном. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на какой новый уровень вышли взаимоотношения союзников. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. В ходе официального визита Эмомали Рахмона в Россию лидеры обоих стран подчеркнули важность экономического сотрудничества двух стран. Так, по словам Путина, на РФ приходится четверть таджикской торговли и порядка трети всех иностранных капиталовложений – это 1,6 миллиарда долларов. Эмомали Рахмон сообщил, что число трудовых мигрантов, выезжающих в Россию из Таджикистана за последние годы, сократились вдвое. В прошлом году с целью трудовой деятельности в Россию выехало около 480 тысяч граждан Таджикистана. Это на 50% меньше по сравнению с периодом пика первыми годами текущего десятилетия, когда в Россию выезжало до 1 миллиона наших трудовых мигрантов, уточнил он. Результатом сотрудничества России и Таджикистана в гуманитарной сфере стало соглашение об открытии русских школ в республике. Так Путин заявил журналистам, что в Таджикистане будет создано 5 школ, преподавание в которых будет вестись на русском языке и по образовательным стандартам РФ. Эти 5 школ в 5 разных городах Таджикистана будут работать, сказал президент. Он добавил, что успешно зарекомендовал себя и пилотный проект по командованию российских учителей в Таджикистане. Все люди, которые приехали туда на работу, чувствуют себя комфортно. Многие из них изъявляют желание там остаться, заметил Путин. Как вы относитесь к России? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Кроме того, по итогам переговоров российский президент констатировал близость, а подчас и совпадение позиций двух стран по ключевым аспектам региональной и глобальной повестки дня. Работа двух стран для создания благ друг для друга – это взаимопомощь. Должна дать импульс развитию как Таджикистану, так и России. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. Нет необходимости характеризовать наши отношения, это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова, отношения стратегического партнерства. У нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам регионального и международного характера. Мы с Владимиром Владимировичем высказались за укрепление нашего взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ и других структур многостороннего сотрудничества. Таджикская сторона удовлетворена результатами сегодняшних переговоров. Пользуясь возможностью, я с большим удовольствием пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с визитом в удобное для него время.